каждым годом острее встает проблема борьбы с серыми хищниками. Волки стали ощутимой угрозой. Кроме того, что участились случаи гибели домашнего скота, проблема усугубляется уменьшением популяции лесных обитателей – косуль, оленей, лосей. Как-то мы больше стали обращать внимание на то, что волк, он давит сельхозживотных. Но даже это не так страшно, ведь он давит в основном, питается лосем, косулей, оленем. То есть мы должны сохранить именно вот этих животных, диких животных. Там, где волк появился, фактически копытных нету. Копытные все или убегают, он их всех давит. Буквально вот сейчас по Намане, по дальним речкам, фактически очень тяжело охотиться. Алексей Александрович не первый год в теме вопроса. Убежден, что сейчас пора где-то и вернуться к ранешным мерам, когда охотникам оказывали большую поддержку. Отцепился от капкана и вот ушел до леса. Охотник сегодня, ему невыгодно этим заниматься. Он работает, если он будет заниматься охотой на волка, 20 тысяч, которые мы даем как бы премию, и то не сразу. Это никоим образом не окупает всех тех затрат. И это становится каким-то вот таким, знаете, убыточной такой работой. Поэтому сегодня, если хотят, вот как председатель правительства сказал, что будет несколько повышаться именно премия за то, что за регулирование крупных хищников, тогда охотник будет все-таки заинтересован. И охотнику, конечно, надо помогать. Надо помогать, как и раньше, петлями, капканами, ГСМ, бензин давать лицензии на питание, на добычу копытных, чтобы охотник как-то был заинтересован. Иначе мы вообще можем столько волков развести у себя в тайге, что у нас ни копытных ничего не останется. Поэтому сегодня мы стараемся, как можем, стараемся поддерживать наших охотников-волчатников. И за каждого охотника-волчатника я прямо стараюсь их поддерживать всем, чем могу. Охотник-волчатник, на самом деле их не так много. Сноровку воспитываешь годами, и даже после удачи не факт, что затраты просто окупятся. Раньше-то, когда отец тоже раньше охотил, им давали на буран бензин, дядя Кеша. И бензин, и капканы, Цукур-то ездил. Сейчас фактически охотник все сам. Да, сейчас у нас вообще никакой помощи нету ни с какой стороны. Получается, ради азарта охоты, и своих ресурсов это все делается на свой буран, свои запчасти, свой бензин. Иной год бывает, что ни одного не поймаешь, а сжигаю я, грубо, литров 500, это так. Конечно. Это так. 3-4 да, незаметно. Нынче, например, сколько ездили, тоже уже литров 400 сожгли на бензина. Дай бог, баяна и дал, хоть 3 волка поймали. И то, получится, сейчас дадим, и какой-то уже результат у нас есть. Виктор занимается волками около 5 лет. Понятно, что опыт охотника у него имелся и ранее. Обычно такие знания передаются от отцов и дедов. Охотимся, промысловую осенью охотимся. И зимой сейчас начали заниматься волками. Уже сколько лет-то прошло? Лет 5, наверное, да? 6 занимаюсь волками. Волками заниматься начали как ради животного, чтобы ареал был. А то они как появились, тут у нас животных совсем мало остается сразу. За зиму и за лето все съедает. И косуль нету, и ничего нету. Ради этого мы начали заниматься. Ради как спортивный интерес получился сперва поймать. Старики мне говорили, что волка поймать, это надо очень много постараться. Первого волка я поймал, месяца 3, наверное, я за ним гонялся. Стая была. Отцу говорю, давай я попробую. Отец говорит, пробуй, говорит. Я, раньше, они, раньше страхнин давали, они им охотились в основном. А потом капканами-то сильно не охотились. На листа я давно охочусь, ловлю. И ими начал заниматься. 3 месяца я не мог ни одного поймать. То они чухнут, то они не дойдут, то они не там пройдут. Я с ними, как говорится, пока по-волчьи думать не начал, ни одного не поймал. Потом первый попался. Оказывается так.
сколько волков я поймал, каждый волк индивидуальность. Он думает, все волки думают по-разному. И каждого надо подход другой. И каждый раз, получается, надо обновлять свои навыки. Один раз как поймал, также второй раз ты его уже не поймаешь. Вот у него, не знаю, у него голова, видать, очень умная, очень умный зверь. Вот. И каждый хитрый по-своему. И местность всегда разная. И вот надо, ну вот как говорю, как он думать начнешь, тогда его и можно поймать. И надо еще, как он думать, и еще ловчее стать, обхитрить его, и вот как-то поймать. Сын Виктора Виталий унаследовал тягу к тайге, видимо, и покровительством Баяная не обделен. Пришло время и ему попробовать свои силы. Вот сейчас, с этого года, ну, в прошлом году сын учился все время, ну, на учебе, и вот нынче я его начал тоже учить, навыки передавать. Вот у меня вот сын сидит рядом. Ага. Вот сейчас я свои навыки ему передаю, то, ну, я то на работе, то некогда. Сейчас он может сам, вот нынче, как начали ставить капканы, я ему объяснял. Пока я на вахте был, он сам ездил, проверял. Ну и Баянай улыбнулся молодому охотнику сыну, вот он нынче 2 волка на его капкан попали. Один попался на мой капкан. Я поехал опять проверять капканы. Вот, капканы вроде бы почти все проверил, и тут у меня, ну, пару капканов осталось. Ну, на буране еду, смотрю, попался. О, довольный, все, уже еду, подъезжаю, вдруг, ну, по следам зашел, смотрю, этот чанкей лежит и трос отвязанный. Я думаю, все, думаю, ушел, думаю, волк. Обиделся, расстроился, на буран сел, поехал, там у меня еще капкан оставался один. Проверить, наверх поднялся, смотрю, тоже попался. Ух ты, ничего себе, думаю, давай по следам идти. Он чанкея, получается, как сделал? Трос намотал на ногу. И, ну, и приспособил себе вот сюда. И идет, получается, по лесу. А снег глубокий, он далеко не может бежать. А я за ним, получается, по следу иду. Снег-то глубокий, я в ватниках толсто одетый. На улице холодно было. Раздеваться замерзнешь. Шел, потом увидел я его, волка. Ну и добыл я его. Вот, а тащить он тяжелый. Не могу тащить по снегу глубокому. Пришлось на буране заезжать туда, еле как пробрался. На буран загрузил. Вот, домой приехал. Папе позвонил на работу, так и так все рассказал. Немногим хватает терпения, чуйки, интереса, чтобы пройти путь волчатника. И раньше таких охотников было не так много, сегодня еще меньше. У нас охотников, в принципе, вот волчатники, которые не случайно добывают волка, а которые профессионально этим делом занимаются, их где-то всего, наверное, чуть больше 10. Это у меня на сегодняшний день вот в ВИП и в Сахабулте около 12 волчатников, которые профессионально этим делом занимаются. Это ребята, которые круглый год фактически над этим работают. Их, чтобы стать волчатником, вот есть много хороших у нас охотников, которые очень хорошо добывают и соболя, копытных, но чтобы стать волчатником именно, это нужно не только иметь, как бы быть хорошим охотником, к этому надо какой-то особый нюх иметь. Волк – это такой зверь, который фактически ловится не для каждому охотнику он попадает. Вот всегда раньше охотники старые говорили, вот как Виктор говорит, должен человек думать как волк. Избушку охотничью справили семейно, давно без нее в тайге никак. Виктор качает головой. Хорошо, что сейчас волков можно бить круглый год, а раньше было сложнее. Сейчас не будет проблем таких, чтобы ездить, ага. А то Раньше осенью едешь, но сезон охоты давали только. И начинается у нас, ну, там он ездит, там он этот, ну, всякие. С оружием ездит. Ну, с оружием нельзя там опять, проехал, тут проехал, говорят. А вроде бы стараясь сделать благо для, ну, как для охотников, для всех получается, чтобы зверя много было. А они, ну, люди всякие бывают, не понимают. И вот начинается много вопросов. А сейчас документы все в порядке. Сейчас можно, как говорится, смело охотиться на них и, ну, стараться, как сказать, регулировать популяцию, да?
Наверное, азарт и фарт дается не всем, но если они есть, то человек обязательно придет в тайгу по зове крови в жилах. Отец смог передать сыну не просто знания, а именно тягу и любовь к таежному промыслу. Но не каждый молодой парень предпочтет уютному креслу километровые марш-броски. Эти ощущения, как сказать, непередаваемые. Они прямо такие аж, ну, дышать тяжело, как остается. Столько радости сразу на душе. Вот. Конечно, настоящим охотником стал. Ну, это вообще очень хорошо. Я считаю, вроде у сына тоже терпение есть, и навыки берет хорошо. Ну, воспринимает это как охоту. Аккуратно все. Но я надеюсь, что по стопам папки пойдет и будет, если я не смогу охотиться, он будет продолжать это дело. Вот. Тебя-то отец учил или кто? Да, отец меня учил лис как ловить. Лисы тоже так просто ее не поймаешь. То запах возьмет, то это не так. Отец меня лис научил ловить. А потом дядя Кеша, Сукур покойный был. Вот он мне все, о, ты, говорит, Виктор, однако, говорит, волка-то, говорит, поймаешь. И вот он мне рассказывал, как надо петли ставить на волков, как с какой стороны подходить, как снасти надо запах убирать от снастей, от тросов, вот это все, как ничего не оставить. Вот он меня учил, я это все вникал. И потом вот начал, и сейчас, ну, каждый раз учусь на них, как ставить, как их обмануть. Ну, это большой еще, как говорится, фарт. Баяна, если дает, тогда только ловится. Но он такой же охотник, как и я, получается, волк. Возможно, действительно, сегодня проблема услышана и стала ощутимой. Возможно, постепенно вернется то время, когда охотник-волчатник, да и любой промысловик-профессионал будет востребован, чтобы не утрачивались навыки, накопленные десятками лет, чтобы равновесие в природе соблюдалось грамотно, не навредив. Нормальная. А такие... Вот это Виктора, это охотничье угодье. Вот каждый год он здесь ловит волков. В прошлом году, позапрошлом году, сколько? Три поймал. 3 волка поймал. В этом году уже 3. Вот осталось 2 здесь. Каждый волк, считай, съедает за один раз по 15 килограмм мяса. Вот сколько косули. Вот позапрошлый год он когда поймал волков, косуль развелось здесь целое, ну, очень много стало. Потому что косуля фактически это еда волков. Если волк появился, то и косуль нет. Поэтому вот охотник, который за этим местом следит, закреплен за этим местом, вот он с волками здесь борется.